Здравствуйте всем! Сегодня меня попросили рассказать про декларационную кампанию 2019 года. Налог на доходы физических лиц, как правило, удерживается из заработной платы. Это все те, кто работает, знают, что у нас работодатель наш при выплате дохода обязан удержать заработной платы 13%, и он удерживается. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц формы 3 НДФЛ. Сейчас я расскажу, в каких случаях. Представить декларацию 3 НДФЛ за 2018 год необходимо при получении дохода от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения. При получении, позднее я расскажу, что такое минимальный срок владения, поясню. При получении дохода от продажи иного имущества, которым владел меньше 3 лет гражданин. То есть какое иное имущество? Это в основном автомобили декларируются, либо крупные какие-то такие вещи. При получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций не от близких родственников. То есть если кто-то чужой вам подарил, то тоже есть такая обязанность декларирования. Это называется доход в натуральной форме получает человек. Далее, при получении выигрышей в лотерею, при получении дохода от физических лиц по договорам аренды от любого имущества. То есть если гражданин сдает в аренду недвижимое имущество, транспортные средства, от любой аренды, в принципе, то он обязан продекларировать. При получении дохода от зарубежных источников. У нас в городе Сыктывкаре тоже такие есть, потому что интернет вам позволил работать дистанционно, многие работают дистанционно, заключают договора с иностранными организациями и тоже декларируют, либо там получают доход. Далее. Представить декларацию 3 НДФЛ за 2018 год также должны индивидуальные предприниматели, это категория лиц, которые зарегистрированы, ведут деятельность, осуществляют деятельность, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. То есть у нас есть адвокаты, которые работают в адвокатских образованиях, у них как основное место работы а есть адвокаты отдельно, они учредили адвокатские кабинеты и работают самостоятельно. Арбитражные, управляющие, у нас в эту категорию еще относятся сыщики тоже, есть если детективы. И еще есть определенная категория, которые самостоятельно работают, не требуют регистрацию, но которые постоянно получают доход. 1 января уже сказали, что стартовала декларационная кампания 2019 года. Это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до 30 апреля 2019 года. Срок у нас в этом году 30 апреля – это рабочий день. Он бывает, если не рабочий, то он переносится на майские. А в этом году у нас 30 апреля декларационная кампания заканчивается. То есть человек, гражданин, если представит декларацию позже установленного срока, и у него, если была обязанность такая, то есть он продал что-то, то это может повлечь какие-то определенные финансовые санкции. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 года. То есть если возникает налог к уплате в декларации, то налог необходимо будет уплатить до 15 июля. Декларация до 30 апреля, а уплата налога до 15 июля. Если уплачивать налог позднее, то, соответственно, опять пени у нас накапливается, выплачивается, пени начисляется. Можно сразу вопрос? Да. А если вдруг я посчитала и неправильно декларацию подала, неправильно сумму? Вот сейчас поясню. Поэтому, когда человек сомневается, приходят у нас граждане, я им рекомендую подать под декларацию пораньше. Почему? Потому что есть так называемая процедура камеральной проверки, она занимает 3 месяца. В течение 3 месяцев. У нас где-то около 35 тысяч деклараций в год сдается, конечно, большой объем. И я всегда рекомендую, я говорю, вы сдайте пораньше. Если какие-то неточности выявятся при заполнении, то
налоговый инспектор попросит вас уточнить эту декларацию, и уже к 15 июля вы уже точно будете знать, какая сумма налогов вы платите, то есть чтобы не сомневаться. Да? Вот. Подробнее хотелось бы остановиться, вот у нас большие изменения в налоговый кодекс были внесены по поводу недвижимости, да? При продаже недвижимости изменения были большие. Ранее минимальный предельный срок, ну даже не назывался, понятия такого не было, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества. А имущество, которым владел гражданин более 3 лет, все имущество, да, оно не облагалось. Сейчас были внесены изменения, и минимальный предельный срок недвижимого имущества зависит от некоторых факторов. То есть он составляет 3 года только для объектов недвижимого имущества, то есть вот написано, которое получено в порядке наследования либо дарения. Далее. Право собственности получено в результате приватизации, и право собственности получено плательщиком ренты. Ну, у нас сейчас есть такие, да, договоры ренты, в одно время очень сильно муссировалось это. Пояснить вам, откуда, чего, как, да? То есть я получила, допустим, наследство в прошлом году квартиру, и в этом году продаю. У меня предельный срок 3 года. То есть если я буду продавать не в этом году, а по истечении 3 лет, то у меня освобождение от налога. То есть моя продажа, вот этот доход, полученный от продажи этой квартиры, не будет облагаться. Вот это исключительно только для вот этих вот объектов, полученных вот в этом порядке. Угу. Я дальше скажу обязательно, да. Вот. То есть понятно, да, только в этих 3 случаях 3 года по недвижимости. По остальным случаям минимальный предельный срок владения составляет 5 лет. Ну, то есть для того, чтобы не облагалось. Если мы покупали, там, ну, в других случаях как бы мы получили, то это составляет 5 лет. Теперь вот как раз сказали про сумму, мы сейчас остановимся, потому что в кодексе такая фраза очень такая сложно написанная. Там попыталась убрать уже какие-то слова. Но при продаже недвижимости, приобретенной после 2016 года. То есть имеется в виду, мы получили недвижимость, допустим, в порядке наследования после 2016 года. Ну, там есть еще по наследству такой нюанс, что считается моим имуществом с момента смерти наследодателя, вне зависимости, когда я зарегистрировала. То есть на следующий день после даты смерти я считаюсь уже, что я владела. Несмотря на то, что там же полгода есть еще на оформление, да, ну, бывает и больше, вот, но считается вот так, да. Но тут мы говорим про стоимость, приобретенной после 2016 года. Если согласно договора купли-продажи, стоимость составляет меньше, чем кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7. Сейчас везде и всюду есть кадастровая стоимость, да, и налог на имущество у нас исчисляется из кадастровой стоимости, да, и налог на землю, исходя из кадастровой стоимости. Вот. Раньше это была инвентаризационная стоимость, сейчас у нас кадастровая стоимость. Соответственно, вот я в 2019 году продаю квартиру, и, допустим, у меня доход в договоре обозначен как 1,5 миллиона. Ну, 1,5 мне не нравится, я всегда беру 2 миллиона, да, 2 миллиона у меня обозначено. Но кадастровая стоимость у меня на 1 января 3 миллиона этой квартиры. То есть я продала в 2019 году, в котором вот отчуждение там прав написано, там сложно, то есть продаю в котором, да, году. Но там даже не факт продажи, когда я деньги получила, а именно когда регистрация еще прошла вот в юстиции, да. Вот в 2019 году у меня отчуждение, а кадастровая стоимость у меня 3 миллиона. Вот, смотрим. У меня доходы от продажи 2 миллиона, а 3 умножаем на 0,7 получается 200. Так вот, в целях налогообложения НДФЛ я буду уплачивать не с 2 миллионов, то, что я доход получила, а с 200. То есть всегда сравнивается. То есть мы берем доход, который в договоре указан, и сравниваем. Кадастровую стоимость берем и умножаем на 0,7.
То, что больше, то и берется, если говорить простым вот таким вот языком обывательским. Это понятно, да? Далее. А если продала дороже? Если дороже, то, что больше. То, что больше берется. Если продала дороже, допустим, если я продала за 2,5 миллиона, за 2, то 2,5 будет браться. Да? Вот. На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год, исключительно с целью получения налоговых вычетов, то есть возврат налога хотим получить, да, вот, по НДФЛ, установленный срок подачи декларации не распространяется. Но я, конечно, понимаю, что очень многие вот бегут, боятся, что 30 апреля мы везде там в средствах массовой информации выступаем, что 30 апреля это вот срок, все бегут, боятся, вот я там просрочу. Нет. Это не распространяется. Это право гражданина, а не обязанность. То есть если ты продал, это обязанность, а это право. И можно в течение там 3 лет. То есть в этом году еще можно представить декларацию, допустим, по лечению, обучению за 2016 год, если вы распомните. Да-да-да. Если я подаю после 30 апреля, и мне уже не примут, либо примут, но... Вы имеете в виду по продаже, по обязанности? Нет, я по вычету. Вот. То есть я продаю, например, подаю маме, Ну. и... Ну вот из этой... В этом году... Конечно, конечно. Там просто 3 месяца камеральная проверка, то есть вы сдаете декларацию с момента представления декларации, получения налоговым органом, дата получения, то есть бывает, что по почте отправляют, да, 3 месяца камеральная проверка, вот, и еще месяц на возврат. То есть вот сейчас вот кто сдают, я говорю, летом получите, чтобы не волновались. Сейчас зима, я говорю, в июне. Ну, до июня, да, у нас получается, то думают, что очень много времени прошло, начинают беспокоиться, звонить, и, ну, как бы лишняя нагрузка и на нас, и отвлекают, и все. Я говорю, не волнуйтесь. Ну, это да, ну, вот личный кабинет как-то у нас еще, кто пользуется, тот пользуется. Тот пользуется, кто уже понял вот это вот все, как бы прелесть этого личного кабинета. В общем-то, по НДФЛ, по обязанности у меня все. Какие вопросы есть? Если есть по НДФЛ, по вычетам, пожалуйста, вот говорите, задавайте. Вопрос был выслан заранее. Существуют ли какие-либо штрафы за нестабильность и нестабильность декларации личности? По обязанности, да. Сколько? 1000 рублей. Это минимальный. Нет, там зависит не менее 5% от суммы налога к уплате, которые вы рассчитали в декларации, за каждый полный, неполный месяц. То есть вот у нас 30 апреля, 30 мая, если вы до 30 мая 5%, если до 30 июня, то 10% за каждый полный, неполный месяц, но не менее 1000 рублей. То есть оно опять сравнивается. Ну, у нас там есть такие нормы в кодексе, которые позволяют, то есть человеку могут, допустим, не дай бог, конечно, заболеть, да, то есть у него физически не было возможности представить декларацию, то есть всегда рассматривают, и вы всегда можете написать заявление, что прошу не привлекать к ответственности, либо снизить сумму штрафа, то есть такая возможность у человека есть. Мы всегда рекомендуем. Можно ли платить пенсионерам налоги с продажи? Нужно, льгот нету. Никаких, ни младенцам, ни пенсионерам, никаких льгот, никаких льгот. Все платят. И после 3 нет. Имеется в виду то, что вот кто обязан и кто рассчитал, то есть если получили, продали. Существует налоговая ставка, как я готовилась, посмотрела, да, на доходы и бизнес. Как было сказано, что должны следующие платежи платить? Но там в целях рекламы, не в целях рекламы. Если в целях рекламы, то там 35%. Ну, это каким образом? Ты сам рассчитываешь? Сам. То есть если... Организации, которые предоставлены, это должно быть утверждающие... Ну, как правило, у нас граждане добровольно это дело приходят. А уже у этой организации, в общем-то, они иногда нам и сведения подают, то есть нам представляют, мы уже привлекаем. Но
по выигрышам у нас граждане идут как-то вот нормально, добровольно декларируют, вопросов особых не возникает. Автомобильный пост, если я ввожу автомобильный пакет и почту подать, то Но вы можете заявить, то есть доход это как в договоре будет, да, а уменьшаться доход может на документально подтвержденные расходы. И как вот по автомобилям, как правило, они же дешевеют, да, со временем. С автомобилями налог очень редко возникает. Это если вы унаследовали автомобиль, то есть нет у вас расходов никаких. И то в этом случае там еще есть без документального подтверждения 250 тысяч, на 250 тысяч уменьшается. То есть если вы утратили договор, допустим, да, нет у вас договора, подтверждающего, что вы его покупали за 300, а продаете за 300, либо дороже 300 покупали, то 300 будет уменьшаться на 250, и налог вы будете платить с 50 тысяч уже. Да, 13%. Кроме того, вот этот же доход можно уменьшить и на это же лечение, обучение тоже. Это такой вот доход. Пока. Разъясните, пожалуйста, ситуацию, когда собственник недвижимости договор члены семьи. Или члены семьи должны подавать декларацию. Декларация возникших права детей. Ну, там чего-то написали очень много, я порекомендую им в ТОРМ обратиться. Почему? Потому что надо в каждом договоре смотреть. Я вот так вот не могу комментировать, у каждого свои нюансы бывают. Почему? Потому что я слышу, что дарят доли, а может быть дети были там владельцами. Вот. Если дети, это близкие родственники. То есть если ты получил в подарок, я вот перед этим у меня слайды были, не от близкого родственника, тогда декларируется. Там напрямую написано как, сейчас скажу, супруги, родители, дети, братья, сестры, полнородные, неполнородные. У людей, если вот эти дарения В семье. Не знаю, и надо смотреть предмет на договор. Я не могу говорить, комментировать. Без документов это как испорченный телефон, да. Да, либо в ТОРМ, да, либо в ТОРМ обратиться, либо они могут сайт налог.ру обращение написать в этот, у них межрайонка номер 1 будет отвечать туда. Ну, желательно приложить копию вот договора, чтобы было понятно, о чем речь и степень родства там какая. Угу. По наследству я получил машину дальше. Вы должен подавать декларацию? Ну, продал он или нет? Или получил? Он получил просто? Нет, нет. Он пишет просто получил. Наследование и дарение не облагается у нас. Наследование, доходы по наследованию. Он в натуральной форме получил, нет. Они освобождаются по 200. Да, потом уже. Да, потом, да. Да, вот, все, и миллион не облагается, допустим, там по земельному участку, но как раз надо смотреть опять, что там конкретно в договоре. Ну, он вот для нашей республики как бы такой общий. Еще раз просто хочу сказать, что декларирование, если обязанностей у вас нет, то вы не волнуйтесь. Спокойно летом придете, сдадите все и получите бычки. Не нервничайте, у нас все сейчас идут что-то там, ой-ой-ой. Так что собирайте документы, это вполне спокойно и комфортно можно сделать. И также и через личный кабинет. Но хочу еще добавить, что декларацию можно представить лично. У нас есть удлиненные часы работы, то есть по обязанности еще, кроме того, у нас вторник, четверг до 20 часов прием идет. Вот, 2-я, 4-я суббота рабочая, но вот следующая суббота у нас не рабочая, 23 февраля, потому что праздничный день. Так, далее, что еще хочу сказать. Можно записаться онлайн на прием. То есть тоже удобно, онлайн записывайтесь за 2 недели до, выбирайте себе удобное время какое, за 10 минут приходите, активируете номерок,
Вот, и вас первый освободившийся инспектор примет. Ну, и вот показывали у нас, сейчас Медведев же был в инспекции, у нас время ожидания 15 минут. Так что все очень... Вот, так что все очень... Мгм. Родители можно подавать декларацию на бюджет? Если родители пришли дорогостоящие... Можете, да. Можете. А что должно быть в документах? Чтобы... Там есть справка об оплате медицинских услуг. И вот там, ну, если по-простому говорить, там есть пациент и кто платит. Там две графы, выше и ниже. Вот выше должны быть вы записаны, допустим, да, если кто-то лечился из ваших родителей, а ниже уже пациент будет написан. Если вы изменяли фамилию, то степень родства, то есть прикладываем копию свидетельства о рождении, копии свидетельства о регистрации брака, чтобы подтвердить родство. И какой нюанс? Если дорогостоящее лечение, то есть в справках это обозначается, там признак есть. Один – это недорогостоящее, и оно ограничение суммы 120 тысяч. Но это совсем, если там еще какие-то у ваше лечения, допустим, было. И в целом за год можно заявить только в пределах 120 тысяч. Если лечение дорогостоящее, то признак там стоит два. Ну, это в частности у нас достаточно часто это импланты, да, допустим, да, какая-то имплантация, это дорогое, вот, 2. И когда у вас признак 2, то сумма расходов принимается уже в пределах расходов. То есть 200 тысяч, допустим, 200. А если оплачивать, допустим, карты водителя, нужно будет оплачивать наличными? Ну, Человека, который... конечно, да, конечно, потому что имеется в виду, что вынесли расходы, да, имеете право на вычет. Но вообще у нас есть письмо ФНС, которые в целях, ну, как бы принятия расходов таких можно принять даже по справке. То есть если справку на вас выпишут, а выписка справки – это вот вся ответственность идет уже на лечебное учреждение, которое деньги принимало. Вот. Но, тем не менее, при проверке, опять же, налоговый инспектор имеет право запросить документы, кто там производил лечение. Да, лучше, чтобы без вопросов, да, дети платить должны, да. Я в таких случаях говорю, платите вот наличными, да, там же обезличено, не видно же. Нет, лечения нет. Нет. Там четко написано до 18 лет, все. Только сам. Всю жизнь можете лечить. Нет, вы знаете, вот с мужем, с женой очень долго тоже, ну, всякие, у нас же кодекс вот достаточно молодой, будем говорить, относительно других кодексов, только в 2001 году, и разъяснение все-таки по гражданскому, по семейному кодексу, что когда зарегистрирован брак, это совместное имущество, и везде разъяснения у нас такие, что вне зависимости, кто платил, да. Страховая компания выплатила по страховые выплаты. Да, может являться доходом. Может являться, но там есть, там не в любом случае, там надо смотреть, опять же, договор страхования, на какую сумму там страхование вот это вот происходило. То есть, ну, на какую сумму, то есть там, если написано, вот в договор страхования же в случае там чего-то вам должны выплатить, да, какую сумму. Вот если в пределах этих сумм, то не должно возникать дохода к налогообложению. Но предметно надо смотреть, опять же, документы. Сходу вот так вот не скажешь. Это нюансы вот такие. Просто у нас тоже были проблемы с нашими новыми домами. Угу. Знаешь, что были приличные суммы. А это другое ведь было? Это не страховое было, наверное. От компании, которая не... Строила, да? И вы судили за несвоевременное, да? Ну вот.
получают более-менее мало дохода. Там может быть, ну как на практике происходит, такая компания, если вам выплачивают по суду, по решению суда доход, да, они представляют нам справку формы 2 НДФЛ с признаком 2. Это так называем, что доход не удержан. Есть такая как бы норма в налоговом кодексе, что при невозможности удержать доход, а в данном случае невозможность удержать доход в чем выражается? Если в решении суда написано, что вам выплатить вот такую-то сумму, при выплате они обязаны удержать, с одной стороны, обязаны удержать налог, да, вот, но они обязаны исполнить решение суда, как написано. То есть если там было написано, что выплатить вот доход за минусом 13%, да, за минусом 13% вот дохода. Если они нам представляют справку, во-первых, они нам должны представить справку с признаком 2. Во-вторых, они обязаны вас уведомить, что вам выплачены доходы, с которых не удержан налоги. Мы представили справку. Такие доходы, далее, они приходят с уведомлениями, то есть налог вот этот исчисляется в уведомлениях, когда вот в декабре мы получаем по налогу на имущество за транспорт, и вот срок оплаты уже, то есть у вас нет обязанности декларировать, и срок оплаты у них вот 1 декабря, как вот с налогом. Но они обязаны вас уведомить. Угу. Хорошо, тогда на следующий день про самозанятых. Ну, давайте про самозанятых. То есть в общих чертах, я думаю, что понятно, у нас граждане достаточно активно пользуются вычетами, возникают ходы. И, кстати, вот по лечению, вот по лекарствам у нас, конечно, тяжело идет все это дело. Ну, не знаю, это же вот, допустим, я хожу со своими бланками рецептов, конечно. Говорю, что выпишите мне, а я потом посмотрю. Потому что есть, можете для себя заметку сделать, 201 постановление, оно 2001 года. Там есть перечень лекарственных средств, по которым налогоплательщик точно так же, как и по лечению. То есть лечение – это услуга, а лекарство – это лекарство, которое мы покупаем, да. Это перечень лекарственных средств, по которым вы можете заявить тоже вычет, собирать там в течение года. Но там нужен рецепт определенной формы, специальной формы. А в консультанте, пожалуйста, да, в консультанте. Вот, но в третьей поликлинике их там официально оформляют, там у них даже, по-моему, есть какой-то стенд, как это оформляется все. Вот. Но единственное, в этом 201 постановлении, знаете, вот эти международные непатентованные названия только, да, ну, когда мы вот лекарство открываем, там написано чего-то, и там написано международное непатентованное название. Ну, кто вот с 2001 года, да, там написано перечень лекарственных средств для вот налоговых вычетов. Ну да, почему нет? Оно ведь вот там купил, а сейчас достаточно дорого, и потом, когда вот спрашивают, я говорю, ну там чего, тут 1000, там 1000, и за год-то набирается, ведь все равно, и это было установлено законом, почему не пользоваться. Так, второе. Проект для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход. Тема достаточно интересная, злободневная и все, и очень хорошо ее разрекламировали, да, но она применяется только в 4 регионах. 10 лет эксперимент. Опять же, когда я сейчас готовилась, нашла новость. Министр финансов Антон Силуанов поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить предложение по введению налога для самозанятых во всех регионах России с 2020 года. Ну вот, хорошо. Ну, давайте буду рассказывать, как это вообще действует. Но не могу сказать, как действует. Допустим, личный кабинет, я вот люди, потому что пишут, обращаются, я сама вот захожу, смотрю, декларацию подаю, как вот это все движется. Почему? Потому что мы технически его не сопровождаем. Это же ФНС, я сама не знаю, как оно, с какой стороны, как отобразится. А здесь не могу зарегистрироваться самозанятым. И вот так рассказываю только то, что вот читаю.
Начиная с конца 2016 года самозанятость стала постоянной темой для дискуссий. До 2019 года к самозанятым гражданам принято было относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам. Это уход за детьми, больными лицами, репетиторство и уборка жилых помещений. Это то, что и у нас действует. Государственная регистрация физического лица и постановка на учет в налоговом органе в качестве самозанятого лица законодательством Российской Федерации не предусматривалось. Это до 2016 года. Сейчас я возьму. Последние несколько лет государство принимало меры по легализации труда самозанятых граждан и выстраивало систему налогообложения доходов. Так, на 17-19 годы для нянь, сиделок, репетиторов и домработниц были введены налоговые каникулы. Их освободили от уплаты НДФЛ и страховых взносов. Для того, чтобы воспользоваться налоговыми каникулами, физические лица, оказывающие данные услуги, должны подать в налоговую инспекцию по месту жительства соответствующее уведомление. Но в законе и в налоговом кодексе нигде нету слова «самозанятый», потому что люди самостоятельно пытаются найти это уведомление. Там нет такого слова «самозанятый». Там вот лицо, оказывающее услуги, есть такое. То есть постановка на учет, если кто вот репетитором работает, в принципе, доход его освобождается, да, то есть ты вполне на законном основании можешь осуществлять, ничего не бояться, да, если ты зарегистрируешься, подашь вот это уведомление о репетиторстве, да. Вот. Следующий слайд. А там специальная форма уведомления. То есть в инспекцию подходите по месту жительства и подается уведомление, что я вот самозанятый, я репетиторством, либо там уборкой занимаюсь. Ну, у нас я немного тоже пошло. Ну, много-немного. Ну, только вот эти 3 категории, а вот маникюры и прочие. Только 3 категории. Маникюр, кстати, 1000 рублей за час. Швея кто-то самостоятельно, бабушки швея, варежки, большой носочки труд. вяжут в промышленных масштабах, они тоже не под это не Вот не попадают. знаю, как промышленный. Но пока у нас ничего нет. Вот только я сказала. Репетиторы, репетиторы, уборка жилых помещений и присмотр. Да. Но, как показали статистические данные, эти меры не способствовали легализации самозанятых лиц. Тех, кто уведомил налоговые органы об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическим лицам для личных, домашних или иных подсобных нужд, в целом набралось порядка 2500. Это по России. В Республике Коми это всего 16 человек. А в России, по различным оценкам, насчитывается порядка 15 миллионов самозанятых физических лиц, из которых 2 миллиона человек зарегистрированы на крупных интернет-платформах, используемых ими для оказания услуг. Большинство из них готовы легально работать и платить налоги по разумной ставке при отсутствии отчетности и контакта с налоговыми органами. То есть цифра понятна, да? Но я думаю, там еще сколько людей вот входит, другая тема, потому что это не идет в стаж. То есть у нас же злободневная тема тоже, да, с пенсионным совсем. В стаж это не идет. Вот. По результатам опроса населения причинами, по которым самозанятые граждане не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, являются необходимость уплаты фиксированных страховых взносов вне зависимости от наличия доходов. Ну, то есть если предпринимателем ты стал, ты платишь, а в этом году это порядка 36 тысяч, то есть нагрузка достаточно большая. Хотя при определенных налоговых режимах она в уменьшение, конечно, идет. Вот. Высокие ставки налога при низких доходах и административные нагрузки, то есть необходимость представления отчетности, ведения учета, регистрации индивидуального предпринимательства и так далее. Именно поэтому президентом Российской Федерации в указе от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года была поставлена задача обеспечить благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового налогового режима, предусматривающего передачу информации о продажах налогового органа в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого налога с выручки, включающего в себя страховые взносы.
Во исполнение этого указа принят федеральный закон от 27 ноября 2018 года номер 422 ФЗ о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима налог на профессиональный доход. Интересно хоть, нет? Налог на профессиональный доход. Ну, потому что много говорят, а чтобы вот так простым бытовым языком, может быть, интересно будет. Что такое налог на профессиональный доход? Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет, пока он вводится в 4 регионах России – Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном режиме. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут на новый специальный налоговый режим самозанятые, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Как зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно через специальное мобильное приложение «Мой налог» по паспорту или через личный кабинет за 10 минут и без визита в инспекцию. По паспорту с телефона или планшета. Это удобно, если нет доступа в личный кабинет налогоплательщика физлица. При сканировании паспорта данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После распознавания нужно будет сфотографироваться. Ну, они там просят. Там, в принципе, вот у нас налог.ру, там подробно все вот пошагово написано, как это сделать. Через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае паспорт не нужен, понадобится ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте налог.ру. Приложение «Мой налог» – основной инструмент для взаимодействия плательщиков налога на профессиональный доход самозанятого и налоговой инспекции. Оно заменяет кассу и отчетность. С помощью приложения можно сформировать чек, проверить начисление налогов и узнать о сроках уплаты. Приложение работает бесплатно с телефона и планшета. На компьютере все то же самое работает в кабинете самозанятого. Так, не задерживать, дальше пойдем. Да? Преимущества какие? Нет отчетовой декларации. Декларацию представлять не нужно. Учет дохода ведется автоматически в мобильном приложении. То есть понятно, да, в телефоне зарегистрировались, и когда вам деньги получаете, уже вот вы даете чек, и она вся вот накапливает эту информацию и сама считает налог. Чек формируется в приложении. Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог». Можно не платить страховые взносы. Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Но еще раз поясню, что написано, что там вопросы-ответы нет, стаж не идет. Угу. Легальная работа без статуса ИП. Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения. Предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета 10 тысяч рублей. Ставка 4% уменьшается до 3%. Ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет автоматический. Ее нужно считать налог к уплате. Налог начисляется автоматически в приложении. Уплата не позднее 25 числа следующего месяца. То есть в этом месяце получили доход, автоматически сформирует вот этот вот налог, сколько там вы вот этих чеков сформировали, да, и уплата не позднее там 25 числа следующего месяца. Но на практике не знаю, потому что не видела. Выгодные налоговые ставки 4% с доходов от физлиц, если работаете, 6% с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет. Простая регистрация через интернет, регистрация без визита в инспекцию в мобильном приложении на сайте ФНС России или через банк. Совмещение с работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается. Кому подходит этот налоговый режим? Ну, вот здесь вот можете посмотреть, да, удаленно работает.
Новый спецрежим могут применять физлицы и индивидуальные предприниматели, самозанятые, у которых одновременно соблюдаются следующие условия. Они ведут деятельность в регионе проведения эксперимента в Москве, Московской или Калужской областях Республики Татарстан. Почему обращаю на это внимание? Потому что у нас люди обращаются, которые проживают на территории города Сыктывкара, ну, то есть прописано, да, осуществляют деятельность на той территории. У нас есть люди, тоже зарегистрировались там. Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор, не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам. Сумма дохода не превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Кто не может применять, да? Недоступен тем, кто занимается перепродажей товаров и имущественных прав. Продавать разрешено только товары собственного производства. Реализации подакцизных товаров и товаров с обязательной маркировкой, добычи и реализации полезных ископаемых, посреднической деятельности по договорам поручения, комиссии агентирования, доставкой товаров с приемом передачи платежей за них в интересах других лиц. Кроме того, запрещено совмещать с другими специальными налоговыми режимами. Ну, это предприниматель уже, да, совмещать. То есть либо ты там, либо ты там. Это на территории когда-то в Москве, Московской. Да, да, можно перейти. Там специальное уведомление пишется, что я перешел на вот этот вот так вот. Ой, на этот специальный режим. Так. Соответственно, при переходе в течение 1 месяца нужно сообщить в налоговую инспекцию об отказе от применявшегося до этого спецрежима. Не вправе применять спецрежим и физические лица, уведомившие в 2018 году налоговый орган об осуществлении деятельности по оказанию без привлечения наемных работников услуг физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд. Почему? Потому что у них и так не облагается этот доход, да, 217 статье прописано. Они вправе продолжать оказание таких услуг без уплаты. И следующий слайд у нас подробности на сайте. Кстати, на сайте очень доступно, молодцы, хорошо очень расписали, достаточно вот понятно. Я не знаю, может, специально постарались, вот прям понятно. Что еще? Что необходимо учитывать? Ну что, вроде как все понятно про этот, да, налоговый режим. Если, конечно, ведут с 2020 года, ну, многие будут применять. По крайней мере, я так думаю, вот люди, которые сдают квартиры, допустим, да, 4%, по-моему, ты вот зарегистрировался, спокойно плати, и ничего ты не... Вот у меня, в общем-то, все.